Хайырлы Шамлар, добрый вечер на телеканале АТР Музмыслар, ее ведущий меня Джипар. И Осман Пашаев. Наш сегодняшний гость, депутат Верховной Рады Крыма Лев Миримский. Добрый вечер. Добрый вечер. Мерова. Ага. Вот так вот. Вот давайте сразу начнем. Вы, как и мы, такие активные пользователи Фейсбука, с одного из ваших постов, что значит трахать Агиева, и начали ли уже этот процесс? Не совсем корректно вы спрашиваете. Ну, как написано. Вот как написано было у вас на странице. Да, Пора. я как бы написал, что мэр города Симферополя, а я считаю, что вот лично для меня он умер. Как мэр, как чиновник. Наверное, оболочка еще осталась, потому что то, что происходит в городе, ну просто дальше уже что терпеть происходит в городе? нельзя. А в городе в том-то и дело, что ничего не происходит. Разруха. Вот в городе разруха. Мне сегодня стыдно за мой родной город, за Симферополь. И, к сожалению, это происходит из-за того, что городские власти, непосредственно мэр, не умеют, не хотят и ничего не делают. А занимаются показухой. И я как раз таки имел в виду, что пора поставить их на место. Но я вам скажу более того. Нынешняя администрация городская вот только начала показуху до этого. Но разрухи Симферополя, вот на моей памяти, вот я в 90-м, по-моему, увидел его более-менее, вот в 90-м он и был разрушен. Если вы помните, я баллотировался на мэра города Симферополя. Да. Хотя моя супруга была категорически против, вплоть до развода, потому что она говорит, что если ты будешь работать мэром, то я тебя вообще не буду видеть. Вот. И тем не менее, я считал, что первый год, наверное, было бы некорректно с моей стороны, как оппонента по выборам, говорить что-то в адрес мэра. И я искренне надеялся и думал, может быть, у Агеева что-то получится. Может быть, там он команду соберет единомышленников, которые профессионалы что-то могут сделать. Поэтому первый год, знаете, кредит доверия к любому человеку на занимаемой должности. И вот этот кредит доверия, год прошел, уже пошел второй год. И вот я уже не хочу молчать. И я сегодня об этом говорю. А давайте конкретно, что не сделали? Ну, смотрите, вот сегодня была сессия Верховного Совета, говорят, там прошел великолепно отопительный сезон. Я задал министру вопрос. На мой взгляд, отопительный сезон прошел хорошо, если бы детей не отправляли бы в вынужденные каникулы в школах. Школы закрывали из-за холода, детей отправляли на каникулы. Детские сады не закрывали бы, потому что там холодно. Люди бы не писали бы вот такие петиции «холод». А вы не молчали первый год Агеева, потому что вот говорят, что когда здесь Джартык покойный катком проехал, тут многих вообще в Украине не было. Смотрите, в этот момент. вот если вы Вы были в Украине сразу? Вот, тогда если вы помните, я единственный, и наша партия одна из немногих, кто из 50 мажоритарных округов выиграли 2. Да. Наши 2 кандидата на мэра в Алуште и в Алупке, кандидата мэра, действующий на тот момент, мэр Алушты год назад, как его выпустили и сняли все с него обвинительные заключения, мэра Алупки во время выборов закрыли, и он вышел только полгода. Я ездил все выборы с договором с адвокатом на случай, если, не дай бог, произойдет какая-то провокация в отношении меня. И кто единственный говорил, так это я, что у нас дороги асфальтируются и берутся 80% откатов. Что стоимость асфальта стоила $300 в метр. И сегодня весь этот асфальт вылез наизнанку. И то, что в городе мы не критиковали мэра этот год, надеясь, что будет какая-то работа. Поэтому некорректно говорить, что мы молчали. А за год... Я и партия «Союз» говорили, говорим и всегда будем говорить. И несмотря на то, что в Верховном Совете Крыма 5 депутатов во фракции «Союз», мы об этом говорим всегда. В Крыму проходит передел собственности, вы его ощущаете на себе? Ну, я бы некорректно сказал передел собственности. Что значит передел собственности? В Крыму было разбазаривание собственности. Когда пытаются какое-то государственное имущество продать за копейки, мы этому противостоим. Вот сегодня на Но сессии... у вас отбирают что-то из собственности, которые там вы, близкие к вам структуры, имеют отношение? Смотрите, я с 94 года занимаюсь политикой, у меня бизнесом больше занимается супруга, и я свои доходы не скрываю. Вот у меня в пятницу, скорее всего, я буду сдавать свою декларацию о доходах. У меня годовой доход что-то порядка там около 6 миллионов гривен. Из бюджета я заплатил порядка миллиона. Моя супруга заплатила в бюджет порядка там 2 миллионов гривен. То есть вот моя семья заплатила порядка 3 миллионов гривен в бюджет. Хорошо, задам поконкретнее. Подземные переходы – это не ваш бизнес. Смотрите, подземные переходы Симферополя имеют отношение к корпорации «Империя».
Я являюсь одним из учредителей корпорации «Империя». 90% акций ваших. Если вас интересует по подземным переходам, я вам расскажу. Вот меня интересует то, что вокруг них происходит. Когда-то Это как вы мэр квалифицируете? Симферополя, Это когда-то Передел мэр- собственности или нет? Когда-то мэр Симферополя, господин Ермак, который сегодня является тестем Агеева, очень, кстати, в отличие от Агеева, порядочный человек. И не только сегодня тестем является, наверное. Так вот, когда-то господин Ермак в городе Симферополе, переходы, выход возле магазина «Мелодия» к Украинскому театру заложили. И там получились огромные дырки. И мэр города попросил: возьмите переходы, закройте эти дырки, наведите порядок. Так вот, я вам скажу, что подземные переходы, 3 подземных перехода, которые у корпорации «Империя», это переход на Москальце, это переход в центральный рынок, это возле магазина «Сельпо». Действительно, корпорация «Империя» занимается их обслуживанием. Корпорация «Империя» на аренде от тех торговых киосков, которые она построила, собирает порядка 200 тысяч гривен, из которых 137 идет на содержание обслуживание. переходов. Что это значит? Охрана, фирма «Претендент», если мне не изменяет память, охраняет переходы. Уборщики подметают переходы. За свет во всех переходах Леонид Ильич, платит поймите меня корпорация. правильно. У меня же в вопросах не звучит, почему вы управляете переходами. Вообще такой вопрос не Не-не-не, ставится. я Да? просто То, хочу- что происходит вокруг них, вы как квалифицируете? Смотрите. Вот ваша оценка происходящего. Смотрите. Потому что первая попытка была в прошлом году. Корпорация «Империя» отдала бы городу переходы, понимая, что город там что-то бы сделал. Более того, корпорация «Империя» написала: если у вас есть план реконструкции переходов, дайте, корпорация «Империя» сделает все по вашему проекту и плану. Наверное, можно назвать это попыткой передела собственности. Наверное. Но это государственная собственность. Государственная. Но в городе Симферополе 22 подземных перехода. Причем есть социальные переходы, где нет никакой торговли. Корпорация «Империя» говорила: давайте мы возьмем несколько переходов социальных, где нет торговых точек, где мы их покрасим, побелим. Они писали это мэру. Готовы это сделать. Так вот почему коммунальное предприятие, торговые базары, или как там, рынки они называются, да, которые занимаются даже рыночной деятельностью, я почитал устав этого предприятия, они даже имеют право заниматься внешнеэкономической деятельностью. Открывать внешнеэкономические счета. Понятно для чего? Для попытки украсть денег. Да? Так почему они не начали социальных переходов? Там, где люди ломают себе ноги. Почему вот не с этого сделать? Почему мэр города Симферополя не возьмет на баланс детские площадки? Вот в Симферополе партия «Союз» в каждом районе города делала порядка 90 площадок. В каждом. Порядка что-то 290, там что-то плюс-минус. А городских площадок 150. Я обращаюсь как депутат: возьмите площадки детские на баланс. На баланс. Олег Ильич, как-то последнее, что я видел, оценивали ваше состояние со всеми компаниями, которым или приписывают вам, или вашей семье, да, скажем так, оценили где-то в 180 миллионов долларов ваше состояние. Вы как оцениваете свое состояние? Смотрите, я не бедный человек. Я же вам Ну, сказал, вы можете пример что ваших активов? Моя семья, вот мы сейчас будем сдавать декларацию. Нет, мы в декларация год это доходы, полученные. зарабатываем порядка 12-13 миллионов гривен. Да. Вот. Есть какая-то недвижимость, которую мы сдаем в аренду. Ее можно оценить по-разному. Один может оценить в 100 тысяч, другой в миллион. Вы оцениваете все вместе. Во сколько? Смотри, меня устраивает. Ты считаешь, за 12 миллионов гривен нельзя жить? Да нет, я же не пытаюсь узнать, за сколько вы живете, на самом деле. Вот мне хочется понять, вы в какой части этого местного Форбса, да, такого вот, местного рейтинга? Меня абсолютно не интересует это. Как ты думаешь, общественные туалеты можно отнести к недвижимости? А это, кстати, общественный туалет это ваши даже? Вот насчет общественных туалетов я вообще не понимаю, о чем идет речь. Ну там же, кстати, цитаты 2 мэров. Мы же не можем сказать, что и Бабенко, Бабенко, и Агеев. Агеев оба неточную информацию дают. Бабенко говорит, что... Смотри, вот я разговаривал с премьер-министром, и вот он говорит: в городе Симферополе надо 36 туалетов. Я переговорил с директором корпорации, и он говорит, я сказал это премьеру: вот завтра корпорация «Империя», если вы даете документы, она построит 36 туалетов в городе. Подождите, речь идет о том, что Дослушай. есть туалеты советского времени, да, которые у вас. Да слушай. Вот и корпорация «Империя» готова построить в городе то необходимое количество туалетов, которое нужно в городе. Одни в плохих местах, в Каменке, одни в хороших местах, там, где туалеты же нужны везде, да? Но дайте корпорации «Империя», чтобы они такого же размера, как туалет, возле туалета построили там, не знаю, там, какой-то там магазин. И корпорация «Империя» вам построит в течение года все 36 туалетов. Что ответили? Пока никакого ответа нет.
Майге вот такое письмо написали. Они написали Но, насколько письмо. мне известно, просили наоборот те туалеты, которые будто бы ваша собственность, и на баланс города отдать. Смотрите. Есть вот такое, что вот советские туалеты, вот мне как приятно, парк конечно, Петренева, что да? вы меня пригласили. Да. Мне очень интересно с вами поговорить. Вы пытаетесь сделать вид, что вы меня там кусаете. Не, мы не кусаем, Не. мы пытаемся Но говорить о я том, о чем, считаю, что вокруг что вас кроме говорят. как дерьма, больше нам с вами поговорить не о чем. Кроме дерьма, есть, наверное. Но в целом, знаете, это даже не мои слова. Вот бывший мэр Таллина приезжал в прошлом году, он сказал, что Симферополь — это как ворота в ад. Вот вы согласны с этой оценкой? Послушай. Ну, он же сказал, так что ему это обидно ж за хуже. город. Это хуже. Я считаю, что город Симферополь недостоин той ситуации, которая есть ситуация. Вот ваша дочь в Фейсбуке написала, что она из Киева. Даже вот она ощущение такое сложилось, что вот стесняется. стесняется. Даже ваша дочь говорит, что из Симферополя. Смотрите. Я вам признаюсь, что мне тоже я стесняюсь дочь- этого немножко. Вот моя как бы. дочь родилась в Крыму. Мой средний сын родился в Крыму. Мой младший сын родился в Киеве. Однако я не мешала это в Фейсбуке написать, что она из Киева. То есть мы стыдимся за Почему? то, Это за то, стыд? каким наш город является, Смотрите, да? моя дочь абсолютно не стыдится, она любит Крым, она приезжает туда часто, у нее просто очень много друзей в Киеве. То есть для них она... И, наверное, она там с ними общается, но если вам интересно, я попрошу свою дочку, она придет к вам на Конечно, передачу интересно. и даст вам интервью, и вы спросите, почему она написала. Нет, а вы стесняетесь того, какой является Симферополь? Вот или комплексуете, или как это у вас проявляется? Смотри, вот я коренной крымчанин. Я говорил и вам скажу, что Крым — это моя родина. Вот, кстати, Рифат Чубаров, я не помню, в каком-то интервью, где-то он там написал, что нет такого понятия крымчанин. Вот я ему сегодня буквально сказал, что я с этим в корне не согласен. Есть понятие крымчанин. Вот я считаю себя крымчанином. И Крым — это моя родина. Я родился в Симферополе, на Воровского, в роддоме. Тогда... А к Израилю, например, какое ощущение у вас? Он вызывает у вас какая историческая родина ощущение? Смотри, или я по миру был очень много где. Я был и в Турции, я был и в Дубае, я был и в Израиле, я был во многих странах мира. Но меня всегда тянет домой. Достойное образование в Крыму нельзя получить, как вы считаете? Смотрите, образование зависит в первую очередь от желания. Институт же, он же не добавляет ума. Институт дает знания, если человек хочет эти знания получить. Тогда почему дочь учится в Англии, в Манчестере? Смотрите, моя дочка училась и в Киеве, и сейчас она действительно заканчивает в Англии. Просто я считаю, что в Англии качественно другой подход к образованию. Но у меня дочка, она как я, она трудоголик, она будет сидеть и учить. Если она что-то не понимает, она будет спрашивать. Вот она приехала в Украину, и она говорит, я хочу на практику пройти в каком-то банке. Леонид, Я позвонил в банк и говорю, возьмите знакомому. Ее взяли на практику, потом ей сказали, и мне звонит хозяин и говорит, если твоя дочка захочет работать у нас в банке, мы ее с удовольствием возьмем на высокооплачиваемую работу, потому что она им понравилась как специалист. То есть можно говорить о том, что она собирается вложить полученные в Англии знания сюда, в Крым? Однозначно, она полученные знания вложит в Украину, она полученные знания вложит в Крым. Я В по-другому первую задам очередь. вопрос. Вот политически ваша партия всегда выступала за союз России, Белоруссии, Украины, вот такой славянский союз. Образование детей в Европе, да, то есть как бы почему у вас не европейские взгляды в политике, вот за западный выбор, за то, как это есть, и не стесняться того, вот как у Смотри, американцев, как у во-первых, европейцев. я не стесняюсь, но в чем разница? Если вас интересует программа партии «Союз», в двух словах, это межгосударственный союз, межгосударственный, Украина, Россия и Белоруссия. Вот сегодня в Европе есть Евросоюз. Это то же самое. Мы предлагали то же самое на базе бывшего Советского Союза. Не Советский Союз. Это каждое государство, но одна общая граница. Одна общая валюта. Гривна это будет, рубль, тугрик, неважно. Просто так сложилось. Сегодня мы не конкурентоспособны с Европой. Какой продукцией, кроме танков, нефти и металла, мы можем конкурировать с Европой? Никакой. Ну разве что шоколад Рошен, да? И то вновь рожденный бизнес в Украине. Поэтому нам сегодня с ними сложно конкурировать. Интеграция внутри Украины, когда в России были одни заводы, которые делали одну продукцию, там, в Белоруссии другие, в Украине это все собиралось, они были завязаны друг на друга. Леонид Ильич, вот межгосударственное объединение Беларуси и России даже больше, чем тот союз, о котором говорит ваша партия «Союз». Отлично. Да? И тем не менее, Так я вам эти скажу, взаимоотношения... что они и придут к этому, к сожалению, позже. К сожалению, позже.
Я вам скажу, если вы не знаете, мне выпала честь, будучи депутатом Украины, в 96 году принимать Конституцию Украины. И я вам расскажу и вашим зрителям, как появилась автономная республика Крым. Потому что в Конституцию националисты не хотели вписывать автономную республику Крым. И благодаря только тому, что объединили два вопроса при голосовании, герб и символика державной Украины, трезубец, жовто-блакитный флаг, и автономную республику Крым объединив в один вопрос, вот только так появилась автономная... Торговались, да? Мы вам поддержим флаг, да. а И вы вот нам только автономию. так появилась автономная республика Крым как автономия. Мы говорили о России, у нас есть вопрос. Комментируя на своем сайте победу Путина, вы отметили, что 2/3 россиян выбрали путь, по которому Россия идет более 10 лет. Им надоело, что важнейшие вопросы решаются на площадях. В то же время недавно, 16 марта, ваша партия «Союз» организовала митинг возле Горсовета. Более того, отстаивала это право в окружном административном суде. Вы лукавите или все-таки Еще митинг раз, это... я не могу понять. Причем митинг возле Горсовета о том, что завышенные тарифы и так далее, к победе Путина. Права свои Там вам отстаивать? митинги не нравятся, там вам митинговая ситуация в России, и решение на Площадка митингах... для отстаивания Нет. прав Смотрите, это митинг либо мне нет? митинги, они нужны. Это демократично, это волеизъявление. Ну, я вам что скажу. Вот давайте немножко вернемся назад, а потом подойдем к этому вопросу. Если вы помните оранжевую революцию, Да. большинство людей, которые туда пришли, большинство, потому что у меня есть там офис рядом, на Хрещатике, большинство людей искренне пришли на этот Майдан. Большинство людей искренне ночевали в этих палатках. Так может быть и тут искренне Секундочку. на площадь И вышли в в оконцовке России? что получилось? Вот когда стал Ющенко президентом, я единственный в этой стране, кто первый заявил, что после того, как Ющенко стал президентом, оранжевый цвет для меня стал цветом лжи и предательства. Я это сказал в средствах массовой информации, а не у себя дома на кухне. Причем не зная, какие могут быть последствия. Так вот, я вам скажу, что митинг митингу рознь. Митинг митингу рознь. Люди отстаивают свои права. Это разные вещи. Другой вопрос, что если прошли выборы... Митинги разные, Секундочку. хорошие и плохие. Нет. Прошли выборы. Были международные наблюдатели. Скажите мне, пожалуйста, когда выиграл Путин, что все представители международной наблюдации, от Европейского Союза в том числе, они сказали, что выборы были сфальсифицированы? Нет. Ну, а равный доступ был там всех субъектов? Смотри, ну я избирательного на права? выборах не был, я не могу, СМИ. но для меня сегодня Россия как пример, показатель стабильного развития, что у них стабильно увеличивается тот же там ВВП, что у них в банке резерв постоянно растет, да, и брать внешнеэкономический долг Украины. Брать проблемы в Украине, разные вещи. То есть, будучи жителем Симферополя, вы разочаровались в мэре Агееве. Будучи гражданином Украины, вы разочаровались в президенте Ющенко. А если бы вы были гражданином России, то есть в президенте Путине вы бы не разочаровались? Смотри, вот я же в России не живу. Будучи, если бы. Но я общаюсь с теми людьми, которые живут в России. У меня очень много есть друзей, родственников, которые живут там. Я, кроме политиков, еще слышу людей. Точно так же и в Украине, и в Крыму. Я вот каждую субботу, последнюю или предпоследнюю, веду приемы людей. Я слышу людей. Люди говорят о своих проблемах. Я же не только общаюсь с журналистами и со своими коллегами. Да? Можно вам предложить сейчас формат нескольких вопросов, таких быстрых ответов? Да, конечно. Да, нет. На выборы в Верховную Раду идете? Еще не знаю. По какому? Если Ага. пойдете по какому округу? В Крыму есть один округ, округ Миримского. Это второй, да? Так, Вот видишь, ты же знаешь какой, я же не назвал номер. Но второй, А это если- бывший, мы не знаем, как нарезка уже Смотри. такая же, как была. Второй округ? Смотрите. Да. Значит, ну, я действительно не лукавлю, я думаю. Наверное, больше, что я пойду. По второму округу. Да, наверное. Но я для себя окончательного решения не принял. Почему? Потому что регионы Украины ставят свои условия. Смотрите, если я пойду, то мне без разницы, кто будет ставить какие условия. Я, наверное, своим жизненным путем, которым я прошел до сегодняшнего дня, показал, что если мы идем, то мы не сворачиваем. То есть, А если потом, будет вот как баллотироваться мажоритарщик, кандидат от партии власти, вы не будете снимать свою кандидатуру? Послушайте, если я приму решение, я пойду и буду идти до победного конца. А там Не уже конца, до присоединитесь победы. к большинству Януковича? Смотри, надо вначале зайти, а там поживем, увидим. Ну там выбор Я невелик на самом в деле. украинский парламент, если пойду, то пойду только две цели.
первое, опять же, для меня это не громкие слова, быть нужным и полезным людям. Я вам скажу, чем Миримский, как депутат сегодня Крыма, некогда депутат Украины, отличается от других депутатов. Миримский и его помощники в год стабильно принимают порядка 10 тысяч человек. Миримский работает на своем округе и в Крыму не от выборов к выборам. Если мы каждый год поздравляем детей новогодними подарками, то мы это делаем каждый год. Если мы поздравляем ветеранов, то это мы делаем каждый год. Если мы раздаем продуктовые талоны, то это я делаю 15 лет. Я когда стал первый раз депутатом в 1994 году, то я понял, что... Я вас перебью все-таки. Даже в маленьком парламенте, где вас всего 100 человек, у вас 5 депутатов, и то при таком большинстве, которое сегодня есть, трудно, вы не нужны ни в коалиции, нигде. Очень трудно, что вас могут только слышать, да? Что-то провести сложно. Когда вы один будете в Верховной Раде Украины, вам придется выбирать, да? Или вы будете это делать перманентно то с одними, то с другими. Каким Смотри, образом? во-первых, я считаю, что я один в поле воин, это раз. Во-вторых, Один в поле воин. У нас и в прошлом парламенте было 10 человек. У нас в позапрошлом крымском парламенте, где я не был депутатом, была фракция там 12 человек, да? Но тем не менее, мы блокировали трибуну, мы поднимали на уши весь крымский парламент, и без фракции «Союз» в крымском парламенте ничего не срасталось. Потому что у того большинства было всего 40 человек, да? Не большинство. И вы нужны были иногда. Смотри, иногда вы, иногда мне очень Сенченко. хочется, чтобы наши люди посмотрели на ситуацию и сказали, что им нравится и что не нравится. Парламент – это отражение людей. Если в крымском парламенте там, 5 человек или 4, по-моему, представителей крымских татар, да, то это отражение крымского населения. И крымских татар в том числе. А вы чьи? Если 5 представителей партии «Союз», то опять же это отражение тех наших единомышленников и так далее, и так далее. И я очень надеюсь, что как раз-таки эти выборы покажут совсем другую картину. в Верховную Раду Украины. Однозначно. Что они покажут По Крыму, по Крыму? ну, поживем увидим. Нет, ну у Мы вас с вами же- увидим. Вы уже сказали, они покажут другую картину. Нет, Ну, вот не- если не- я другую- пойду на выборы, а я решение приму, я думаю, к концу Когда? месяца, к следующему, к началу следующего, ну, потому что я общаюсь с коллективами, я общаюсь с очень многими общественными организациями, они обращаются ко разрешение? мне, просят меня выдвинуться, И, А с женой советоваться будете? смотри, есть вещи, с которыми я с женой не советуюсь. Ну, про мэра вот там наш Вот категорично жена со вплоть до мной не развода. советуется, как варить борщ. Но ведь вы сказали только что сами, что когда вы баллотировались в мэры, она вплоть до развода категорично не хотела, чтобы вы шли Ну, в это же мэры. я утрирую вплоть до развода. Куда она от меня денется? так сказали. Куда она от меня денется? Вот. Родили 3 детей, конечно. Да. Поэтому есть вопросы, по которым я с женой не советуюсь. А вообще, ну, Есть вопросы, по которым я не советую. Я же повторяю, она же не советуется со мной. Она может спросить, что тебе хорошо, сегодня приготовить. по-другому. В сегодняшних условиях человек, который имеет отношение там, к недвижимости, к собственности, к бизнесу, он может быть в оппозиции вообще? Можете себе представить такую Да. ситуацию? В Крыму даже? Вот от Крыма прошедший. Ну, послушайте, у регионов, по-моему, мы задача... были в оппозиции, когда был Василий Георгиевич Джарты, царство ему небесное. Мы же были в оппозиции. Мы же не легли. Ну мы же не легли. Вы же не можете сказать, что мы заискивали перед ними, что мы не говорили ничего. Мы же открыто об этом говорили и писали. Но ситуация в Верховной Раде, по-моему, будет жестче в этом году, да, осенью. И эти Поживем выборы. увидим. Поживем увидим. Вы говорили, что крымские татары, депутаты отстаивают права своего народа. Вот тут Неправильно, интересно. я так не говорил. А Я так не отражение- говорил. отражение парламенте Крыма. Это интересов. отражение. Я тоже отстаиваю интересы У нас есть крымско-татарского народа. вопрос по Смотрите, этому поводу. Эмине, вот я вообще хочу вам сразу сказать. Вот вы мне не дали договорить, что я за год принимаю порядка 10 тысяч Так вы тут людей. услышали, 10, вы больше всех принимаете. Однозначно. И я считаю, что проблема не имеет национальности. Неважно, кто пришел, крымский татарин, белорус, украинец, русский. Я людей делю по другим признакам. Умный и глупый, Хорошо. честный или нечестный, работоспособный или ленивый. Тогда почему вы говорите, что оранжевый путч в Крыму состоялся, когда спикер парламента Анатолий Гриценко объединился с частью депутатов от партии от БЮТ и с представителями Меджлиса? И вы говорите, что эта позиция была против крымчан и против русских Крыма. То есть как это совместить? Если вы, как вы сейчас сказали, отстаиваете права не только русских, но и Вот крымских татар в смотрите, том вот числе. я бы никогда в жизни не объединился с партией «Свобода». Потому что это ярые националисты.
Я бы в жизни бы с ними никогда... Да, можно садиться за стол переговоров, можно говорить о каких-то вопросах, но я бы с ними вместе никогда бы не мог быть. Я бы с ними вместе никогда бы не мог быть. Поэтому есть вещи несовместимые. А с фракцией Вода и масло, они не смешиваются. А с фракцией Курултай-Рух могли бы быть? Почему нет? Опять же, смотря где. В коалиции. С фракцией Курултай-Рух объединились, знаете, говорят, армяне, что такое солидарность? Говорит, когда мы все объединяемся, идем бить азербайджанцев. Поэтому, смотря где, смотря для чего. Если для интересов Крыма и крымчан, чтобы людям жилось комфортно, я в Крыму готов объединяться со всеми политическими силами. А можно пару вопросов из Фейсбука? Как вы заработали свои первые деньги? Свой первый миллион вообще, помните? Это были рубли? Смотрите, Или к сожалению, доллары? это не было миллионом. Я могу вам, если у нас есть время, коротко рассказать. Я в 1981 году пришел с армии. И первая моя работа, я пошел работать фотографом. Первый мой бизнес, я делал 18×24 фотографию для пограничников, пограничник с собакой, для танкистов танкист. Ходил по воинским частям, продавал по 3 рубля. Вот первый мой бизнес. После фотографа я принимал бутылки. Работал в стеклотарном пункте. По тем временам в стеклотарном пункте, это другое государство, Советский Союз, я зарабатывал 50 рублей в день. 5 дней работал, 5 дней отдыхал. Молодой пацан, 22 года. Шикарно. Потом я работал шашлычником, жарил шашлыки. Килограмм мяса стоил рубль 60, 100 грамм шашлыка жареного тоже стоило рубль 60. Я зарабатывал 100 рублей в день. После этого я в 1987 году открыл кооператив. Это который выпускал бижутерию, да? Да, по тем временам первый год были налоги 3%, второй год 5%, третий 10%. Мы торговали, делали мы бижутерию, женскую обувь. Я зарабатывал 15 тысяч рублей в день в 1987 году. Хорошие День. деньги. То есть В вы день. миллионером стали в Советском Союзе еще? То есть я в Советском Союзе зарабатывал хорошие деньги. Но, я вам скажу, для того, чтобы работать, вот я недавно был в университете, встречался с студентами. Надо себе уметь ставить цели и задачи, и к ним идти. Потому что я работал по 24 часа в сутки. Ну, по 22. Про лихие 90-е. Да. Какая из этих вот группировок была вам ближе, которые были в Крыму тогда? Смотри, я тебе задам вопрос. Кто тебе ближе, геи или лесбиянки? Ну, поэтому некорректный вопрос. Отвечу. Возможно было вести бизнес в те времена и не быть в какой-то группировке? Смотрите, 90-е годы. Вот знаете, мне нравится, да? Вот я в Фейсбуке когда-то регистрировался, я сейчас отвечу, это очень интересный вопрос, только зарегистрировался, а там студенты написали, что вот мы хотим, чтобы там пускали после 12 часов общежития. И я как бы написал, если вам нужна помощь, обращайтесь. Потом на чернушных сайтах появилась информация. Миремский хочет из общежития сделать публичные дома. Да, наркопритоны. Наркопритоны. Да. Ну, бред сивой кобылы, А да? зачем вы дали ссылку сами еще и на этот Да, материал? я дал ссылку Зачем? и написал А для чего вообще на своей такой странице. суточный Да. пропуск в общежитиях студенческих Нет, давайте нужен? послушаем, для чего ссылку дал да. вообще. Смотрите, вот я считаю, что если я пойду на выборы, да, а я там написал, что хочешь о себе что-то узнать, иди на выборы. Тебе расскажут того, чего ты не знаешь. Я говорю, еще никуда не пошел, уже пошло. Так вот, я дал ссылку показать, какой бред пишут. Потому что у любого здравомыслящего человека это не может уложиться в голову. Не может. Ну, знаешь, как Геббельс говорил, чем жестче вранье, тем больше верится в правду. Теперь о лихих 90-х. Значит, я в 87 году, когда сделал кооператив, мы делали женскую вот эту обувь, бижутерию, и мы еще делали напыление стекол, если вы помните, такие были зеркальные автомобили. Не помню. Ну, сейчас пленку клеят, а тогда мы Тонирование. напыляли. Да. Тонирование стоило, по-моему, там 120 рублей одна машина. В день мы делали 20 машин. Посчитайте, сколько мы зарабатывали. Кстати, у меня с того кооператива по сегодняшний день работает водитель. Водитель моей жены по сегодняшний день, с 87 года, все у меня работают. То есть люди, которые со мной работают, рядом, близко. Мы до группировок успеем там дойти? Да. Вот. Так вот, чтобы вам было понятно, я в своей жизни никогда никому не платил. Хотя в 90-е годы бандиты получали деньги даже с государственных учреждений. Я по тем временам переговорил в университете с физфаком и посадил у себя спортсменов и сказал, приходят всякие вот эти рэкетеры, гоните их отсюда палками. Пулевое ранение почему получили? В 91 году, вот знаете, говорят, есть что-то сверху, я приехал к своему товарищу на своей машине, и мы там должны были куда-то ехать. Говорю, дай сяду за руль.
И он сел за мою машину за руль. Пуля ему попала в голову, Это мне девятка попала была. в шею, зашла в шею, прошла через всю шею, здесь мне ее вырезали. Вот поэтому и получил, что никогда никому не платил и не буду платить. Какая-то легенда была, говорили, что стреляли из автомата, но при этом у вас пуля была пистолетная. Нет, у меня пуля с автомата была АК-745 со смещенным центром тяжести. И вот она у меня из плеча здесь вырезана, она у меня дома хранится. Если вам интересно, я вам как-нибудь ее покажу. Юрий Юрьевич, это не праздные вопросы. Вот то, что было последнее в Днепропетровске, да, вот это признаки того, что вот 90-е они могут вернуться опять в таком виде, в котором были? Смотрите. С отстрелами. Вот, не мы же с вами придумали историю, да? Если мы с вами возьмем там, начиная от Америки и других стран, все прошли этот путь. Откуда вообще появились эти бандюки, да? Но если вы помните, в 90-х пошли колпачки. Эти бригады колпачечников зарабатывали сумасшедшие деньги. Потом, когда милиция прикрыла колпачки, они пошли уже готовые бригады, пошли по людям щемить. И тогда время такое было. Кто смог, прорвался, кто-то платил. Потом пошел милицейский беспредел. А сейчас у нас чиновничный беспредел. Сейчас самый крутой чиновник. Вот я считаю, что у нас основная проблема в государстве из-за нечистоплотности чиновников. Почему? Потому что, я считаю, чиновники в большей мере, не все, к счастью, 90% работают на себя, 10 на державу. Если бы поменять ситуацию, чтобы они хотя бы 90 работали на государство, а 10 на себя, было бы лучше. Второе... Я не видел ни одного политика, который не сказал бы, что чиновники во всем виноваты, и надо все Смотри, поменять. Это говорят вот все. Грузия, Вот Грузия, все. Да, да. Грузия, Да. хорошая, плохая, но они по ряду вопросов навели ж порядок. Да? Вам нравятся реформы грузинские? Да? Конечно, мне нравится. Как и Кипр. Как в Европе. Пришел в ГАИ, получил автомобильный номер. Нету коррупции. Почему? Элементарно, не надо ничего изобретать. Ну, как вам объяснить простым примером? Откуда берется коррупция? Когда есть люфт. Когда в Уголовном кодексе, например, написано за такое-то преступление от 3 до 7. А ты как судья принимаешь решение 3 или 7. Тебе пришли, ты дал 3. Не пришли, дал 7. Вот надо убрать этот люфт. Надо сделать прозрачные правила. В том же городском совете можно давать землю. Стоит это столько-то. Пришел человек, или дайте, или никому не давайте. Вы же успели прочитать новый уголовно-процессуальный, да, кодекс? Ну, мне, честно говоря, новый уголовно-процессуальный кодекс нравится. Там есть очень много новшеств, есть нюансы, но я думаю, что он оботрется. Но, тем не менее, по нему уже через полгода вступает в Но действие. люфт там есть все равно. Послушайте, не может быть все идеальное. Но по нему уже просто так, как сегодня можно взять человека, закрыть и держать его в камере, уже сложнее. Гораздо сложнее. То есть он намного упрощает многие моменты. Нахождение в тюрьме Тимошенко и Луценко, на ваш взгляд, это что? Это не ко мне. Ну, есть же у вас ваше собственное мнение по этому поводу? У меня двоякое мнение. Смотри, я не знаю всех нюансов, кроме политических. А я не могу судить о прелестях фильма, не видя ни одной серии. А исходя из политических нюансов? Смотри, наверное, может быть, это жестко. Наверное, может быть, это жестко. С другой стороны, если поступаешь кому-то жестко, значит, надо и к себе применять стандарт жесткости и самому соблюдать эти правила. Я считаю, если есть правила и закон, то надо жить или по закону, или менять страну. Это пожелание к нынешним властям или, Это ко всем. или к сидящим? Это ко всем. Это ко всем. На своей странице в Facebook вы писали притчу об учителе. Да. У вас в жизни есть учитель? Знаешь, Или все учитель? все учитель, жизнь учитель. Знаешь, говорит, самый лучший советчик – опыт. Ну, и он самый дорогой советчик. Свой опыт, своя жизнь, как бы. Под каким девизом живете? Я живу под таким девизом. Ну, сложно сказать, под каким девизом я живу. Я считаю, что всегда из любой ситуации есть выход. Можно сказать да, можно сказать нет, надо искать всегда третий. Не бывает нерешенных проблем. Нерешаемых проблем. Есть нерешенные проблемы. Все можно решить. Главное – желание. Спасибо. Это был Лев Миримский, руководитель партии «Союз», депутат Верховной Рады Крыма, который всегда из 2 ответов «да» и «нет» ищет третий. До следующей среды. До встречи. Всего доброго, большое. спасибо.